Отец, я благодарю Тебя сейчас. Я иду против всякой формы жалости к себе. Спасибо, Отец, за способность поднять глаза. Прямо сейчас ты можешь это сделать, где бы ты ни был. Поднять свои глаза, поднять свой взор. Иисус имеет идеальное решение для тебя, но ты должен измениться. Мы должны меняться. Иногда мы такие упрямые в своей собственной воле, в своем своей воле. Это решение есть для тебя во имя Иисуса. Поэтому прямо сейчас просто подними свои глаза к Иисусу. Прямо сейчас. Аминь. Прямо сейчас. Пусть вера поднимется в твоей душе. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Мы вырываем тебя из этих обстоятельств во имя Иисуса. Во имя Иисуса. И весь народ да скажет: аминь. Пусть Бог благословит вас. Пожалуйста, садитесь во имя Иисуса. Откройте ваши Библии во 2 Коринфянам 4 главе. Прочитаю стих, который я, кажется, уже читал некоторое время тому назад. 2 Коринфянам 4 глава, стих 13. Но имея тот же дух веры, как написано: «Я веровал, и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами. Можно о многих вещах говорить здесь, из 13 стиха. Стих 13. Но здесь сказано что-то очень важное, о чем я хочу говорить. Пока я чувствую, что нам нужно идти в этом направлении, я хочу поговорить об этих нескольких словах, о духе веры. Это то, что есть у тебя. Я думаю, что одна из несправедливостей, которые были, то, что веру представляли как доктрину. Может быть, вы были уже давно в церкви. Невозможно, чтобы ты был христианином, чтобы был в церкви, без того, чтобы там не упоминали веру. Обязательно вера упоминается. Все говорят о вере. Я не знаю, католик ты или англиканец. Не знаю, какое у тебя прошлое, веришь ты в Библию или нет, но о вере говорят все. Но в это слово вкладывают столько разных понятий, что смысл теряется. Например, наша христианская вера, или доктрины веры, или другие разные выражения, в которых есть слово «вера». И это приводит к смущению. Да, есть доктрины, да, есть разные символы веры, но вера на самом деле больше, чем все это. Вера — это Дух. Или вера, она связана с Духом Святым. Поэтому Павел говорит о Духе веры. Дух — это, конечно, Святой Дух, так что эта вера приходит от Святого Духа или от присутствия Божьего. Поэтому давайте скажем так. Если взять слово «дух», конечно, имеется в виду Святой Дух, но если говорить о Духе вообще, что такое Дух? Дух — это личность, это духовная личность, у нас есть Святой Дух. Конечно, есть злые духи. Они реальные, они есть. Это не просто какое-то влияние, это личность. Личность несет с собой какое-то присутствие. Если ты входишь в комнату, то твое присутствие оказывается в этой комнате. Если ты такая сильная личность, то когда ты входишь в комнату, где, может быть, находятся такие робкие, тихие, застенчивые люди, ты берешь власть в свои руки, ты начинаешь контролировать ситуацию. Это может быть хорошо, это может быть плохо, но это другой вопрос. Твоя личность, она несет определенное присутствие вместе с собой. Мы говорим о духе веры, и ты думаешь о слове «дух» не как о чем-то, что просто витает в воздухе, но как о личности. Так что Святой Дух, который живет в тебе, Он будет проистекать из тебя со своим присутствием. И я просто сейчас развиваю эту мысль. Это не какая-то доктрина, я просто думаю вслух. И вместо того, чтобы говорить «дух веры», мы можем говорить, что у нас есть присутствие веры. Это, конечно же, Дух, или лучше сказать, Святой Дух.
Но давайте просто подумаем об этом. Там, где ты находишься, кто ты есть, и то, что ты делаешь, и все, что ты делаешь, это несет с собой присутствие. Ты знаешь, встречаешь некоторых людей, им даже рот не нужно раскрывать, но вокруг них подавленность. Ты посмотришь на их лицо, посмотришь им в глаза, они грустные, печальные, они подавленные, они не знают, что делать. Кругом них подавленность. Другого человека встречаешь, и он даже рот не раскрывает, но как только он делает это, дух критики сразу, дух негативизма выходит. Все преподносится негативно, даже что-то хорошее. Происходит что-то хорошее, и он говорит, все хорошее кончится. Кто придумал эту фразу? Все хорошее кончается. Все хорошее кончается. Не говори так. Все хорошее будет продолжаться. Все плохое кончится. Бог будет править, в конце концов, а не сатана. Может быть, это связано с твоим прошлым, такие вещи. Я помню, что до того, как я спасся, я был постоянно негативным. Я был крещен в негативизм, потому что это было мое прошлое до спасения. Ничего хорошего вокруг не было. И по мере того, как я рос как верующий, рос в вере, я слышал, как эти вещи говорили внутри меня, что лягушки как будто выпрыгивают у тебя изо рта. Упс. И думаешь потом, зачем я это сказал? Не надо было этого говорить. Поэтому тебе нужно обновление ума. Но я говорю сейчас не просто об обновлении ума или о том, чтобы каждое слово пленять. И это надо делать. На самом деле, согласно 2 Коринфянам 10 главы, пленять каждую мысль в послушании Христу. Но это что-то большее. Это не просто твой ум, не просто твои слова. Это присутствие чего-то в твоей жизни. Бог хочет, чтобы ты здесь, Бог хочет, чтобы ты имел присутствие. Я знаю, что ты будешь говорить неправильные слова. Кто-нибудь когда-нибудь думал не так, как какими-нибудь негативными мыслями? Аминь. Аллилуйя. Аминь. Это может произойти. Но должно быть что-то, что противостоит этому в твоей жизни. Это дух веры. Что такое дух веры? Это присутствие веры в твоей жизни. И присутствие веры в твоей жизни таким образом, что оно уравновешивает и не дает места никакому другому духу. Я имею в виду, что всюду, где человек находится, есть присутствие. На некоторых людях есть такой высокомерный дух. Они даже не говорят ничего, но у них просто на лице написано высокомерие. У другого человека может быть кроткий дух, или ты можешь чувствовать дух любви, сострадания. Им не нужно говорить, это просто есть на них. Какое присутствие ты несешь? Какое присутствие ты несешь? Идешь в библейскую школу, сидишь в церкви или занимаешься какой-то миссионерской программой. Это замечательно, это помогает тебе, но... И это должно быть. Но тем не менее, ты не можешь жить церковью, библейской школой, миссионерской программой. Ты живешь в этом, конечно, ты работаешь над всем этим, но праведник будет жить верой. Поэтому Бог хочет окунуть тебя, чтобы ты пропитался, как ни говори, в этот элемент, в эту среду, которая есть часть Его природы, которая называется вера. Ты уже слышал это много раз, но я все равно хочу сказать это. Бог есть Бог веры. Что это значит? Ты говоришь, что Бог дает веру? Да, конечно, Он дает веру, Он вкладывает веру в тебя, и Он есть объект веры, но Он есть Бог веры. Это означает, что Его сущность — это любовь, и это вера также. Если ты не веришь, что у Бога есть вера, то посмотри на своего соседа. Я серьезен. Если не хочешь смотреть на соседа, на себя посмотри. Это чудо, что ты до сих пор тут, я тебе скажу. Мы верим в Бога, но Бог верит в тебя. Если бы Бог в тебя не верил, тебя бы здесь вообще не было. Так что Бог есть Бог чудес, Бог есть Бог веры, и Бог есть Бог, который верит. Это очень важно.
Так что, когда ты ходишь с Богом, ты будешь верить в те вещи, в которые ты раньше не верил. Если ты не ходишь с Богом, а лишь умственно соглашаешься с Ним, то у тебя будут все доктрины, все догмы, ты выучишь все символы веры, но твоя вера не будет чем-то живым. И когда придут атаки, мы знаем, что Ефесянам 6 глава говорит о щите веры, угрожающем все раскаленные стрелы лукавого. Когда эти стрелы посыплются, когда придут вызовы, когда жизнь превратится в заваруху сплошную, то никакой веры не будет. Все, что останется, это останутся символы веры, догмы, умственные истины, которые ты заложил в свой ум. И хотя все это нужно, это не поможет тебе. Они не сдвинут горы, ты не прорвешься никогда. Поэтому то, что тебе нужно иметь в твоей жизни, это дух веры. Чтобы вера исходила из тебя. Может быть, тебя что-то ударит вот так, или, может быть, тебя сдавят обстоятельства, или они, может быть, будут пихать тебя, или, может быть, секунду-другую ты будешь обманут, или день-другой, и, может быть, даже не осознаешь этого, но потом Святой Дух начнет работать, ты так встряхнешься, может быть, какие-то новости плохие до тебя дойдут. У кого из вас когда-нибудь были какие-нибудь плохие новости? Но что-то происходит, что вам не нравится. Катастрофа где-то случилась какая-то. Например, вы все деньги положили в один банк, а банк сгорел. Приехали домой, а дом сгорел. Идете на работу, а работы больше нет. Что-то очень серьезное атакует вас. Куда оно бьет? Сюда и сюда. Заметили? Ты можешь почти что чувствовать, как кто-то дал тебе в поддых, и твой ум начинает... С тобой когда-нибудь такое бывало? О, все время происходит, ты говоришь. С тобой когда-нибудь бывало такое? Да. Что ты делаешь? Твой ум начинает в диком темпе искать ответ. Что делать? Что делать? Что делать? И твой ум слышит все эти негативные слухи, вести, и ты начинаешь тонуть, если ты принимаешь весь этот негативизм. Правда? И ты продолжаешь тонуть. Очень многие люди, уж если не большинство, это негативное утверждение будет, но большинство, многие люди, не большинство, но многие люди живут именно так. Они говорят, я надеюсь, что Иисус что-то сделает, но жизнь все время как американские горки. Так не обязана жизнь идти. Я хотел бы заползти прямо в эту камеру к вам, чтобы вы поняли, что если вам что-то нужно знать о христианском хождении, можете год или 2 или 50 лет учиться в библейской школе, но все сводится к одной вещи, которую вам нужно знать лучше, чем все остальное. Вам нужно знать, как жить верой. Потому что если я могу жить верой, а вера действует любовью, то все остальное разрешится. Все остальное, дары Духа, прорывы, пробуждение, о чем угодно говори, все это придет, если ты будешь жить верой. И если все просто свести к самому важному. Если бы меня кто-то спросил, что бы ты хотел, чтобы студенты выносили из этой школы, если ты не смог бы учить, например, всем предметам, но у тебя была бы всего 1 минута, чтобы учить, чему бы ты бы учил? Вере, сказал бы я. Если этому научить, все остальное решится. Да, но нужны еще дары Духа. Слушай, если ты ходишь верой, ты узнаешь о дарах Духа. А мне еще нужно узнать о деньгах, об исцелении, а мне еще нужно узнать, как церковь устроена, о единстве. Обо всем об этом ты узнаешь, если будешь жить верой. И все эти другие вещи будут бессмысленны, если ты не будешь жить верой. Все остальные вещи можно использовать, основываясь на страхе. Страх — это противоположность веры. Чтобы защитить себя, их можно использовать на основе человеческих амбиций, гордости, борьбы за власть. Есть столько церквей, у них и доктрины есть, и Библия есть, и молитвенные собрания есть. Но, по сути, там лишь идет борьба за власть. Борьба за власть.
Это нужда получить позицию из-за того, что я не живу верой. Если я живу верой, мне не нужна никакая позиция власти. Бог даст мне мою позицию. О, это точно. Выбросите меня. Если вы сделаете это, то Бог использует потом вашу ногу для того, чтобы впихнуть меня в волю Божью, если я живу верой. Если я живу страхом, то мне нужно все время контролировать все время нервничать по поводу того, кто что обо мне думает. Постоянно твой ум крутится. Я не знаю, сколько там есть этих даров Духа. Неважно. Пусть их будет столько, сколько у слона пальцев на ногах. Все это не важно, если ты не живешь верой. 1 Коринфянам 13 говорит, что если у тебя есть вера, но любви нет, то все это не работает. Мы не говорим о вере как о противоположности любви. Вера действует любовью. Но все сводится именно к вере, к стороне грани веры. Бог хочет, чтобы в твоей жизни было присутствие веры. Вера побеждает. Аминь. Если ты не побеждаешь, не пытайся побеждать. Возьми веру в свою жизнь, потому что вера будет побеждать за тебя. Если у тебя есть машина, и ты не можешь переехать на ту сторону горы, ты чувствуешь, что что-то не так, открываешь капот, и там мотора нет. Понятно, что я не могу переехать через гору. Не пытайся машину затолкать в гору. Мотор купи, и мотор тебя завезет туда. Не пытайся себя затолкнуть на верхушку горы. И вера тебя туда приведет, если ты возьмешь ее. Почему некоторые люди постоянно нервничают? Я не понимаю. Им не о чем нервничать. Они не по уши в долгах, у них нет таких больших вызовов, у них вообще ничего нет такого, чтобы нервничать, но они все время нервничают. Всего одна причина. Недостаток веры. Недостаток веры. Недостаток веры. Аминь. Я не говорю это так жестко. У тебя веры нет, а у меня вера есть. Я не измеряю вашу веру, а вы не можете измерить мою веру. Но есть мера веры. Как ты хочешь провести свою жизнь? Чтобы было проще всего, скромнее всего. Не хочу никаких вызовов. Хочу просто так тихонечко жить и иметь отпуск. Жизнь ужасная у тебя будет, я тебе скажу. Большинство людей живут именно с таким настроением. Пусть все будет как можно легче. Устроим обстоятельства так, чтобы мне не пришлось слишком тяжело. Это плотской способ, как избежать жизни верой. Давай устроим, чтобы было все посложнее. Ты чудо можешь сотворить? Нет, ты можешь. Ты не можешь сотворить чудес. Кто творит чудеса? Бог, правильно. Бог большой? А насколько Он большой? У нас сейчас как урок в воскресной школе. Очень-очень большой Бог. Бог у нас какой? Всемогущий, да? Поэтому Ему на самом деле не важно, какие Он чудеса делает. Он может сделать чудо на 10 рублей или на 10 миллионов рублей. Он может исцелить от гриппа, он может исцелить от рака. Он может передвинуть человека, он может передвинуть континент. Ему без разницы. Аминь. Он не сделает этого только из-за того, что мы хотим, чтобы Он это сделал. Почему? Потому что Он недвижим обстоятельствами. Мы с тобой очень часто движимы обстоятельствами. Аминь. Обычно в этих ситуациях мы и начинаем молиться Богу, когда обстоятельства плохие. И Он приходит, и это называется милость, и помогает тебе. И все устраивается, ты забываешь о Нем на какое-то время, потом ты снова в беде, и снова кричишь к Нему, и Он помогает тебе, и потом опять забываешь Его на какое-то время, и снова кричишь к Нему, и так это происходит. В конце концов, Он говорит, а почему бы нам не изменить все это? А может быть, ты начнешь жить верой, чтобы вера была образом жизни, вместо того, чтобы кричать ко мне только в тот момент, когда ты нуждаешься во мне. Ты можешь ходить со мной, ты можешь говорить со мной постоянно. Тебе не нужно приходить ко мне так, как ты приходишь в страховую компанию. Я живой Бог. Аминь. Ты можешь жить жизнью, как Библия говорит, праведный живет верой.
Это не означает, что ты постоянно что-то просишь, но ты постоянно ожидаешь Его присутствия, Его силы, Его мудрости в твоей жизни. Каждый день. Аминь. Мы говорим каждый день, но, конечно, мы время от времени выходим из этого образа жизни, но жизнь такова. Но Бог не хочет, чтобы ты постоянно колебался туда-сюда. Бог хочет, чтобы ты шел из славы в славу. Аминь. Один человек не так давно, отступник, начал говорить о нашей вере. У него были самые разные проблемы. Разводился, женился, снова разводился, наркотики, алкоголь. И он говорил о нашей вере. И я подумал, пусть Бог благословит тебя. Сочувствие пришло. Я подумал, твоя вера не так уж много для тебя сделала. Понимаешь, вера — это не так, что, я верю, что Бог где-то есть, и, может быть, Он и вправду послал Иисуса, Сына Божьего, может, Иисус и вправду Сын Божий. Нет, вера — это самая сильная вещь на земле. Она может решить любую проблему, которая у тебя есть. Я не говорю о том, что говорит мир, потому что у мира есть определенная вера, не божественная вера, а, надежда это можно назвать, или оптимизм. Вера может двигать горами. Я слышал, как совершенно мирские люди говорили это. Это правда. Даже если мирской человек это говорит, это все равно правда. И, конечно, если ты веришь во что-то, я верю, что эта машина самая лучшая машина в мире. Я продам эту машину, я сделаю на ней деньги. Конечно, есть в этом какая-то степень успеха. Люди в мире верят в то, что они делают, и они достигают чего-то. И это неплохо. Ты слышишь меня? Это неплохо, но это не то, о чем говорит Библия. Здесь нет ничего плохого верить в то, что ты делаешь, до тех пор, пока это не является чем-то неэтичным или аморальным и так далее. Если ты веришь в то, что у тебя будет хорошая работа, в то, что у тебя будет лучшая зарплата, повышение, продвижение по службе, это все очень хорошо, но Библия говорит не об этом. Библия говорит о вере, не о том, что ты стараешься изо всех сил продвинуть свою жизнь вперед, свои интересы. Нет. Библия говорит о чем-то другом. Мы не презираем все это, но мы говорим о чем-то более сильном. Мы говорим о духе веры. Это божественная вещь, которая приходит в твою жизнь и остается в твоей жизни, если ты любишь Господа и каждый день общаешься с Ним. И это приходит на тебя, это входит в тебя. Так что, когда ты попадаешь в критические ситуации, в которых все остальные разваливаются по частям, ты не разваливаешься, но ты поднимаешься в силу, и ты даже не подозревал, что эта сила есть у тебя. Может быть, ты слышал, как кто-то сказал, жизнь не для хлюпиков. В принципе, мы все хлюпики, пока Иисус не придет в нашу жизнь. Мы не говорим о том, чтобы поклоняться природной силе, мы поклоняемся Иисусу, а Он дает нам сверхъестественную силу. Не естественную, а сверхъестественную. Увидимся с вами в следующей программе, но то, что я вам хочу сказать, я скажу вам в следующей программе. Мы заканчиваем программу еще одного Дня Победы вам, о том, как Бог даст вам через веру победу.